костюм. В знак уважения к вам и на добрую память о сегодняшнем празднике примите подарки от Республики Татарстан. Евгения Андреева, ТНВ, Томская область. А в Татарстане в рамках программы национальной политики в разных районах прошло сразу несколько праздников. Симык отметили марийцы в Менделеевске. Бавлинский район стал местом проведения удмуртского Гыранботтена, а лениногорцы гостеприимно встречали участников республиканского фестиваля мордовской культуры «Балтай». На празднованиях были и наши корреспонденты. Это обряд прошения, основа праздника. Люди поминают умерших родственников и просят у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. Симык – один из любимейших праздников марийцев. Он знаменует собой наступление лета. Отрадно, что марийцы встречаются, возобновляют снова родственные связи. Многие женятся из других регионов, из других деревень, районов. Это очень приятно, очень отрадно. Значит, марийский язык будет жить и дальше. Еще одна традиция праздника – угощение. Отведать марийскую кашу, приготовленную по старинным бабушкиным рецептам, мог каждый желающий. Развлекали здесь гостей играми и танцами. На праздник приехали сотни музыкальных коллективов со всей России. Ни один праздник, наверное, не было, чтобы нас не было на этом празднике. Вот недавно только мы побывали в Эстонии. За многие годы праздник стал популярен у многих народов республики. В этом году сюда приехали более 300 гостей, не только из Татарстана, но и из других регионов. Весело гуляли и в Бавлинском районе. Там отметили Гыранботтен. Это национальный праздник удмуртов, означает День последней борозды. С древних пор его принято отмечать на лугу во время цветения трав. Но из-за капризов погоды праздник перенесли в местный дом культуры. Дети наши удмурты уже практически не знают удмуртского языка. И то, что мы их заставляем практически петь, говорить, танцевать наши удмуртские, перепевать, переплясывать удмуртские песни и танцы, оно дает свои плоды, и наши корни, как сказать, уже не будут забыты. Выставки народных умельцев, концерты от творческих коллективов никого не оставили равнодушным. Богатую историю, древние обычаи и духовный мир удмуртского народа в песнях и танцах можно было читать как на ладони. Гвоздем программы стало выступление известного ансамбля из Ижевска «Айкай». А по селу Мордовская Кармалка, что в Лениногорском районе, по улицам ходила медвежья семейка. У каждого дома их встречали с поклоном, хлебом, солью, квасом и пирогами. Так начинается мордовский праздник Балтай. В этот день люди молятся в честь хозяина леса медведя. Анна Мишкина этот праздник отмечает еще с военных лет. И лапти не было, очереди нет нам одевать. Фуфайки вот так. А уж пели. Холодный. Мы же жили во время войны. Не случайное название праздника. По преданию, в начале века в лесу у деревни появился дед-отшельник по имени Балтай. Чтобы порадовать ребятишек, он нарядился в кленовые ветки. Так и прошелся по деревне. Впрочем, есть и другая версия. Есть версия тюркоязычного происхождения этого праздника, название праздника, праздник меда. Но суть не в этом, а в том, что каждый народ в игровой форме, в форме праздников передает самую красоту своего народа своим детям. Праздник имеет более чем вековую историю. Каждый год его стремятся проводить как можно шире. Раина Абрамова, Ильшат Аюпов, Фуат Гайсин, Влад Шафигуллин, ТНВ, Менделеевский, Бавлинский, Лениногорский районы. Как выучить иностранный язык за 18